Денег нет, но вы держитесь. Таков государственный вердикт правительства Республики Саха-Якутия по отношению к жилищно-коммунальному хозяйству республики. В связи с наступлением недофинансирования жилищно-коммунальной отрасли генеральный директор Якутского водоканала Анатолий Гержигасов заявил о том, что надо переходить на режим жесткой экономии, и это должно касаться всех. Жилищно-коммунальная сфера Якутии столкнулась с острыми финансовыми вызовами. Министерство ЖКХ республики сообщило о выплате задолженностей по зарплате своему персоналу. Эти средства были получены за счет сокращения субсидий, предназначенных для водоканала Якутии в текущем году. При этом накопившиеся долги за прошлые периоды министерство так и не погасило. Ситуация для Якутского водоканала усугубляется неоплаченными счетами от Республиканского ипотечного агентства, которое отказывается финансировать постройку нового водоснабжающего узла в микрорайоне звездной столицы Якутии, несмотря на его функционирование. В этом году мы в марте получили письмо от Минстроя Республики Саха-Якутия о том, что источников нет и пока не предвидится. Мы практически пока на сегодня бесплатно построили все вот это хозяйство. То есть получается за счет работников водоканала. Несмотря на усугубление финансового климата, сотрудники Якутского водоканала успешно преодолели паводковый период и начали подготовку к следующему отопительному сезону. Я бы хотел поблагодарить наше население, но несмотря ни на что, традиционно население в пределах 98-99% оплачивает. А, к сожалению, за последний год у нас просели предприятия, бюджетные предприятия, ну и сам бюджет. Из-за дефицита средств существует угроза срыва подготовки к отопительному сезону. Понимая это, коллектив водоканала прибегает к внутренним мерам экономии. Я объявил предприятию, коллективу, что надо уходить на простой, то есть это 2/3 от оклада, заработная плата, или на укороченную рабочую неделю. Коллектив воспринял с пониманием, конечно, плохо. За счет одного водоканала мы весь бюджет республики никак не вытащим. Поэтому я и обращаю внимание депутатов ЛТУМен, чтобы принимали сбалансированный бюджет. Тут речь идет о сбалансированном перераспределении бюджетных средств. С тем, чтобы, если денег в бюджете не хватает, то, соответственно, все слои населения, все слои работников приняли в этом тоже участие. Органам власти Якутии надо обратить внимание на пример экономного подхода в условиях трудностей с государственным бюджетом. Активизировал свою деятельность Совет предпринимателей при главе городского округа город Якутск. Состоялась стратегическая сессия, состоящая из 4 блоков. И самый главный – это нелегальное предпринимательство в столице Якутии. В Якутске состоялась стратегическая сессия, посвященная вопросам развития предпринимательства и борьбе с теневой экономикой, а также потенциалу туристической отрасли. Одной из ключевых тем стал нелегальный бизнес. Была озвучена тревожная статистика. К примеру, в городе Екатеринбурге с населением в 1,5 миллиона человек насчитывается 272 точки общепита, предлагающие шаурму, тогда как в Якутске с населением в 400 тысяч их уже 146. Большинство таких заведений работают без необходимых санитарных документов и не охвачены федеральным контролем через системы «Меркурий» и «Честный знак». Легальные предприниматели Якутска обеспокоены процветанием нелегального бизнеса. Нет достаточного взаимодействия между контролирующими органами, такими как МВД, Россельхознадзор и Роспотребнадзор. У нелегального бизнеса нет соответствующей регистрации, а значит нет оснований его контролировать, в то время как законный бизнес находится под пристальным вниманием и несет полную ответственность. Участники сессии предложили комплекс мер для исправления ситуации. На своей территории, ведь это очень важно, когда управа становится
хозяином той территории и который несет полностью несет ответственность. Сейчас посмотрите, любой объект, который, можно сказать, нелегальный, мы не можем найти ни хозяина, ни ответственного, кто бы нес ответственность за безопасность человека. Другие блоки сессии также выявили неутешительные результаты. В рамках обсуждения новых инициатив было предложено создать мобильную версию портала «Мой бизнес» и определить постоянное место для встреч молодых предпринимателей. Вопрос вообще в целом про меры поддержки, про информирование очень остро стоит. Не хватает нам места и площадок, да, и какой-то коммуникации между, чтобы всю эту историю можно было бы находить и обсуждать в каком-то одном месте. По направлению развития туризма в Якутске отмечается полное отсутствие даже наметок плана развития, при том, что мастер-план города формируется без учета туристического потенциала. Но нету, скажем, даже этой территории единой концепции. Мы создаем одно, а начинаем ломать другое. Понимаете, это вот не государственный подход ко всем этим процессам. В блоке, посвященном молодежному предпринимательству, молодые бизнесмены указали на дефицит актуальной информации для начинающих. Решение – это организовать форум молодых предпринимателей в Республике Саха-Якутия. То есть мы уже планируем данное мероприятие. Это как раз-таки может быть стать драйвером, мостом связи с исполнительных органов власти. Мероприятие проходило в рамках декады, посвященной предпринимательству. Мы болевые точки зафиксировали, определили, какой механизм должен быть, чтобы их отработать, и начнем отрабатывать. По итогам сессии был разработан проект резолюции, включающий предложения участников по стимулированию предпринимательской деятельности и развитию туризма в Якутске. Мы уже рассказывали о задержании автомашин с рыбной продукцией у представителей коренных народов Севера. Уголовное дело ведется, но свидетельства Федеральной информационной системы «Меркурий» в доказательство никто не принял. Для северных народностей рыболовство является не только источником дохода, но и важной частью культурного наследия, охватывая весь цикл от вылова до реализации. А реализация связана дорогим процессом с доставкой рыбы с места вылова до места ветеринарного контроля. В марте этого года в Якутии произошел инцидент. Полиция задержала 2 грузовых автомобиля, перевозивших замороженную рыбу. Всеми этими вещами должен был заниматься Россельхознадзор, и при наличии состава преступления материалы должны были переданы в полицию для возбуждения уголовного дела. Телега стала впереди лошади, и в полиции занимается всем этим процессом. Но однако по закону о ветеринарии всем этим процессом должен был заниматься Россельхознадзор. Оба автомобиля направлялись из северного улуса Якутии в Якутск для прохождения ветеринарного контроля, что подтверждается записями Федеральной системы «Меркурий». Эта система отслеживает продукцию, подлежащую ветеринарному контролю, и выдает соответствующие документы. У водителей были изъяты все документы под предлогом нарушения технического регламента Евразийского экономического союза и регламентов Таможенного союза немаркированной рыбы. В связи с этим были возбуждены уголовные дела в отношении неустановленных лиц. В нашем случае, однако, тут есть другой момент. Постановление правительства Российской Федерации номер 1682 введение обязательной маркировки продлено до 2027 года, 1 февраля. Соответственно, рыбная продукция не должна была быть маркированной. В конце апреля на основании этих же регламентов и статьи Уголовного кодекса России суд вынес постановление о конфискации продукции. В постановлении не упомянуты документы из системы «Меркурий». Поскольку дело возбуждено против неустановленных лиц, владельцам груза документы не предоставлялись. Акт задержания и изъятия продукции, а также арест автомобилей были произведены без должного юридического оформления. Тут же нет вообще состава преступления. То есть ни неосторожный, ни с умыслом, ничего не было сделано. Все, ребята действовали полностью в рамках действующего законодательства российского. Я просил бы органы прокуратуры отреагировать на такой произвол со стороны органов полиции и прекратить незаконное уголовное преследование лиц. Дан старт национальному празднику Эсэх по всей республике Саха-Якутия и даже в мире. И это произошло на Эсэхе профсоюза
культурных работников Республики Саха-Якутия, в котором участвовал коллектив исторического парка «Россия. Моя история». Уруй айхол, уруй туско, айхал мечель, уруй, уруй, уруй. Открыт календарь празднования национального праздника СЭХ народа Саха, государственного праздника Республики Саха-Якутия, символизирующий приход лета и Нового года по якутскому календарю. Старт состоялся на празднике профсоюзной организации работников культуры Якутии, посвященной единству народов в России и культуре республики 105-летию профсоюзного движения Якутии. Тысячи гостей по всей республике вновь соберутся, чтобы встретить лето по древним традициям. Это празднество отличается особым размахом культурной программы. Первых чисел июня во всех улусах и слегах начинаются праздники. Именно посередине лета, июня, посередине этого месяца, а начинается с первых чисел июня обычно. Мы положили начало празднованию СЭХ, чтобы набраться энергии за лето, потому что здесь производится обряд Алгыз, обряд благопожелания, который очень много нам чего дает в плане с пониманием изобилия, творчества и развития, общего развития. Профсоюз исторического парка «Россия. Моя история» принял участие в СЭХе Профсоюза культуры Якутии. Национальные костюмы, якутские блюда и, конечно, суохой, традиционный хороводный круговой танец народа Саха стали неотъемлемой частью праздника. От имени Управления культуры города Якутска хочу поздравить с наступлением лета дорогих наших коллег из СЭХа, профсоюза, работников культуры. Хочу пожелать добра, счастья, мира, чтобы все всегда было вот таким светлым, как сегодняшний день. Ключевым событием станет СЭХ Туймады, который традиционно пройдет в местности Усхатын 27 и 28 июня в столице Якутии. Кроме того, в этом году состоится СЭХ Аланхо в селе Кабяй Кабяйского улуса Якутии. Он намечен на 4 и 5 июля и откроет третье десятилетие якутского героического эпоса Аланхо. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи.